Очень важно знать, через какие фазы проходит новое строительство, чтобы знать, где могут возникнуть проблемы. Первое– это земля. Это земля строителя, инвеститора или это чужая земля. Если это земля строителя, есть ли у нее нотариальный акт. Если это чужая земля, есть ли разрешение на строительство. Второе. Подробный устройственный план. Что показывает подробный устройственный план? Это плотность застройки, высоты здания, отстояние от других зданий. И оно должно согласоваться с городских властей. Должно получить разрешение. Третье. Инвестиционный план. Также надо согласовать и получить разрешение от городских властей. Потом идет разрешение на строительство. Если есть разрешение на строительство, тогда можно приступать к стройке. Что далее следует? Рабочая площадка, строительная площадка под надзором строительного контроля. Потом идет акт 14. Это окончание сграды, стройки в грубом виде. Потом идет акт 15. Что такое акт 15? Акт 15, когда уже электричество подведено, системы водоснабжения, канализации, все системы надлежно проведены. Тоже заключается договор и подписывается, что акт 15 получен. И что последнее? Последнее акт 16. Это акт ввода в эксплуатацию здания. Только после акта 16 вы можете получить нотариальный акт, и вы становитесь хозяином вашего апартамента или дома, или чего вы там купили. Друзья, это очень важно. Если какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы можем сопроводить вас по всему этому процессу сделки от начала до конца. До скорой. Пламен, Safe Home Bulgaria.